Акция протеста против карикатур на пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, вызвала широкий общественный резонанс, причем не только среди мусульман. Прошедший митинг в Грозном становится главной темой обсуждения федеральных и мировых СМИ. Очередной выпуск ток-шоу «Время покажет» посвятили теме народной манифестации в чеченской столице. Член Комитета Госдумы России по международным делам назвал действия французских властей новой формой терроризма. Демонстрация, которая прошла вчера в Грозном, действительно была самой многочисленной во всей новейшей истории России. Вот у нас больше людей на улице не выходило. Никогда. Ни в 91-м, ни в 93-м, ни по какому поводу вот такого количества людей не выходило на улицы. За что и против чего вышли люди? Это абсолютно неудивительно. Такое происходит с таким размахом первый раз. Это личное оскорбление для меня. Это личное оскорбление мусульманина. Это оскорбление ислама. Это оскорбление любого верующего человека. Заметьте, самое главное в митингах в Ингушетии, в Грозном и не только там, а в десятках странах всего мира, на эти митинги приходят православные тоже. Это раз. И второе, везде заявляется о том, что у любого гражданина, у любой веры, у любого журналиста, у любого самого ярого защитника свободного отечества должна быть грань. Эта грань сегодня перешли. И почему еще сегодня вышли люди на улицы? Может быть, но это личное мое мнение, самое главное. В России очень хорошо знают, что такое терроризм. Еще лучше знают, что такое международный терроризм. Но мы сегодня получили изобретение Запада, изобретение Европы, их цивилизации, новую форму терроризма. Как бы правильно это назвать? Морально-этический терроризм. Сегодня терроризируется вера. Это абсолютно недопустимо. Глумление над святынями – фундаментальная ценность. Так характеризуется свобода слова по-французски. Идея европейского государства, в котором каждый может оскорбить любую религию, важнее, чем чувство верующих. Когда глумление, скажем так, или высмеивание каких-то личностей религиозных, будь то православных, мусульман, других, это вполне допустимо. Но глумление над святынями религии, над тем, которые люди носят в своем сердце и в своей душе, во что они верят, беззаветно, да, это никогда, я думаю, что допустимым не будет. По крайней мере, с точки зрения мусульман. Почему? Потому что даже самое маленькое государство, может быть, микроскопическое государство, имеет свои государственные символы, и она их охраняет законом. И глумление над этими символами, оно является подсудным. Поэтому, почему же глумление над святынями 1,5 миллиарда человек на этой земле должно быть разрешенным? Это в корне неправильно. Карикатуры Шарли Эбдо оскорбляют не только чувства мусульман, но и представителей других религий, считают участники ток-шоу. Митинг во Франции они назвали «маршем лицемеров». Когда произошел теракт, я убежден, и в Москве, и в Грозном, и в Назране, и в других городах мы со скорбью и с сочувствием отнеслись к пострадавшим. Но когда организовали марш, чтобы сделать культ из подлецов, из людей, которые сделали делом своей жизни оскорбление религиозных чувств других людей, извините, вот тут мы возмущены именно вот этим маршем. Я очень признателен нашим российским мусульманам. А вы не считаете, что подмена произошла? Петр, вы знаете, вот я человек православный. Я страдаю от того, что мусульмане смогли мобилизоваться, а православные русские до сих пор ждут. До сих пор ждут, когда отвечать на эти чудовищные провокации. И я хочу подчеркнуть, давайте мы разделим преступление, которое произошло, террористический акт. Я до сих пор не уверен, что мусульмане к нему причастны. Я больше склоняюсь к тому, что это действительно грамотная провокация. Акции протеста против карикатур на пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, прошли во многих странах. Свое возмущение выразили миллионы оскорбленных мусульман. Однако французские средства массовой информации волну манифестации называют неоправданной агрессией.
Mnie оскорбили чувства верующих. Еще раз, мы только защищали свободу слова. Я говорю как журналист, потому что это ценности, которые очень важны. Нужно понимать, что во Франции существует демократия, которая очень важна. В таких странах, которые показываете Нигерия или Пакистане, мне кажется, что, к сожалению, не существует демократия. Ну, а в Турции она существует, турки тоже оскорблены. Очень относительно демократия. Извините, но Турция, когда вы видите последние инициативы... Я понял, это я не критерий хочу демократии. говорить... Пожалуйста, пожалуйста. Я понимаю право французов на свободу слова, как и жителей других европейских стран, но, по-моему, на мой взгляд, они этим заигрались. Вот если говорить реально конкретно, то есть о редакции «Шарли», то я не считаю, что там работали журналисты, я не считаю, что они рисовали карикатуры. Это было глумление, кощунство, издевательство. После этого устраивать во Франции марш, это был марш лицемерия, потому что во главе его шли люди, которых ждет Гаагский трибунал. Но... они никогда под Гаагский трибунал не попадут, потому что они его контролируют. Это первое. Второе. Во Франции прошла выставка незадолго до этого, где распятие в горшке было продемонстрировано. То есть там, в принципе, над верующими, над чувствами верующих издеваются. Я понимаю, что кто-то сейчас скажет, в мире может... Но допустим, французы считают это своим правом. Они Хорошо. считают это У нас свободой слова. Это проявление демократии. Всенародную манифестацию в Грозном участники программы «Время покажет» считают адекватной реакцией на провокацию. Ну, абсолютно очевидно, что это была не первая ласточка. Мы помним, как несколько лет назад, когда вышел фильм «Невинность мусульман», повлек за собой, по сути дела, такие же действия. 16 числа фракция ЛДПР обратилась с посланием в Государственную Думу для того, чтобы запретить не просто журналистам Российской Федерации, а журналистам всего мирового сообщества к разжиганию национальной розни. И помимо всего прочего, я хочу отметить тот факт, что поблагодарить мусульман, в первую очередь Российской Федерации, что путем такой консолидации общества, которую показали сейчас на территории Ингушетии и на территории Чечни, что мусульмане способны и должны идти на мирные протесты, мирным образом выражать протесты, а не так, как это делают мусульмане других стран, тоже цивилизованных. Ислам запрещает рисовать живые существа и уж тем более пророка. Посягая на самое святое, провокаторы разжигают межконфессиональную рознь, считают здесь. Свобода слова для французов, по сути, заключилась в новых тиражах «Шарли Эбдо». Было 60 тысяч, сразу 5 миллионов. Огромные суммы получили себе в карманы эти люди. То есть вы, ну хорошо, они на этом заработали. Мы сейчас обсуждаем не то, что они заработали, мы обсуждаем ту проблему, которая стала перед всем миром, Они на понимаете? своей трагедии заработали. И нет, чтобы, как в Грозном, выйти и политическими методами все решать, они все перевели на стоимость, на деньги. Объективность ведущих мировых печатных средств массовой информации также вызывает возмущение. Митинг в Грозном в поддержку чувств верующих был самым массовым. Чтобы выразить свое отношение к карикатурам, опубликованным во французском «Шарли Эбдо», на манифестацию вышли около 1 миллиона человек. В результате нападений террористов на редакцию журнала было убито 12 человек. Собравшиеся со сцены говорили о том, что такое оскорбление религиозных чувств мусульман явилось признаком деградации самого Запада. Глава Чеченской Республики с трибуны обратился к собравшимся. На нем был жилет с надписью «Мы любим пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует». Он отметил, что Европа не извлекла уроков из недавнего кровопролития в Париже. Он назвал недавний марш во Франции уличным шоу. Акция протеста против карикатур на пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, в Грозном собрала более 1 миллиона человек. Это самая масштабная народная манифестация в истории современной России. В поддержку чеченских демонстрантов выступили не только мусульмане со всего мира, но и представители других вероисповеданий. Зура Саламова, Тимур Саратов. Новости.